В Госдуме хотят мобилизовать бывших граждан Центральной Азии, получивших российское гражданство. Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что готовит поправки, позволяющие мобилизовать таджиков и других граждан стран Центральной Азии, получивших российское гражданство. Депутат от фракции КПРФ задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации. Почему из Средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство? Только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тысяч таджиков, но мы не видим их на фронте. В чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны? Написал Матвеев в своем телеграм-канале. Он допустил, что их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства. Именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно, констатировал Матвеев. В законе о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, в который я предлагаю поправку, предусмотрен закрытый перечень сведений, которые фиксируются при осуществлении миграционного. Депутат не объяснил, однако, почему именно таджики должны отдавать свои жизни за геополитические игры России, которая и так принесла столько горя и смерти народам их региона. Пусть таджики и убивают таджиков и делают свою революцию. Пусть они сами это делают. Кроме того, наблюдатели отмечают, что представленная депутатом картина, в которой якобы на войну в Украине мобилизуют только русских, совершенно не соответствует действительности. На самом деле, Кремль намеренно в первую очередь мобилизует народы Кавказа и Поволжья, а также трудовых мигрантов, в первую очередь, кстати, как раз таджиков, причем часто насильно. Откуда вы? Таджикистан, город Душанбе. Откуда? Узбекистан. Страна. Курьер Яндекс.Еды вез еду, его задержали полицейские, как это обычно бывает, за лицо, без всякого повода. Сказали, что он должен подойти к автобусу, он подошел, его втянули в этот автобус, автозак, сильно избили дубинками, ногами, требовали расписаться. Он понял, что его заставляют расписываться в чем-то прям сильно нехорошем. Отказался. Они ему к половым органам несколько раз прикладывали электрошокеры и давали разряд. После этого он сказал, что распишется вообще в чем угодно. Они ему дали, он видел, что он подписал контракт с Минобороны. Один из таких случаев и привел к тому, что в октябре прошлого года двое таджиков расстреляли на полигоне 26 человек, как выяснилось позже, после оскорблений со стороны старших офицеров их религии. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства.